Сгорел очередной расселенный дом в Нерюнгринском районе. Предварительная версия – поджог. Метеослужбы прогнозируют ухудшение погоды в Нерюнгринском и Алданском районах. На автодороге Лена возможны аварийные ситуации. Будь в форме, сборной Якутии по боксу вручили единую спортивную экипировку. В эфире телеканала «Якутия-24 новости». С вами Василий Радченко. Поговорим о главных событиях к этой минуте. В Нерюнгри снова сгорел расселенный дом. Он находился по улице Строителей, 11 и был практически разобран накануне в 19 часов вечера. По неизвестной причине началось возгорание. Огонь потушили, и площадь повреждения составила 60 квадратных метров. Но к 3 часам ночи поступил новый вызов о пожаре в том же доме. Строение сгорело полностью. По предварительной версии, причиной пожара может быть поджог. Водителям необходимо быть готовыми к гололеду и плохой видимости на автодороге Лена. В Нерюнгринском и Алданском районах наблюдают ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков, ожидают усиления ветра до 17 метров в секунду, ливневый дождь, переходящий в снег. Температура воздуха может опуститься до минус 8 градусов. Дорожные службы приведены в готовность, чтобы обеспечить безопасный проезд автотранспорта. Еще раз повторюсь, что водителям необходимо быть внимательными на дороге, иметь запасы горючего и цепи противоскольжения, соблюдать правила дорожного движения, особенно скорость и дистанцию. А управление автодороги Вилюй озвучило сроки демонтажа наплавных мостов федеральной автотрассы А-331. Так, через реку Тюкян на 702 километре и реке Малая Батуоби на 1151. Срок установлен 8 октября. В зависимости от погодно-климатических условий возможна корректировка в графике. Управление дорог Вилюй просит якутян заблаговременно планировать организацию своих автопереездов. Деятельность финансовой организации банка Тата займутся надзорные органы. Сообщение об этом во вторник опубликовано на сайте Банка России. Временная администрация Якутского банка, которую назначили в связи с отзывом лицензии 5 июля этого года, установила, что должностные лица проводили операции по замене ликвидных активов на неликвидные и по отчуждению недвижимого имущества. Все операции проводили в преддверии отзыва лицензии и наличия у банка проблем с платежеспособностью. Информация о финансовых операциях направлена в Генпрокуратуру, Следственный департамент МВД и Следственный комитет России. Предупредить опасные и заразные болезни у животных. Стартовал сезон массовых осенних ветеринарных обработок и обследований сельхозживности. Их обычно проводят дважды в год во всех районах республики. Такая осенняя диспансеризация продлится в течение следующих 3 месяцев. Необходимые процедуры осуществят в несколько этапов. Сначала ветеринарные врачи проводят диагностику каждого животного. Это аллергические реакции на туберкулез, взятие крови и дальнейшие исследования ее в различные заболевания. Затем здоровых животных вакцинируют. Ветеринары обращаются ко всем жителям республики с просьбой принимать активное участие в подобных мероприятиях и предоставлять животных для обработок по требованию врачей. Для решения кадровых проблем в таких социально значимых сферах, как здравоохранение, образование, культура и сельское хозяйство, в Ленском районе обучают молодых кадров за счет районного бюджета. Разработана специальная программа. Так, 14 специалистов, окончив вузы, вернулись в район, и 32 студента обучаются на данный момент. С некоторыми из них пообщалась Анна Кожевникова. Больно лечить зубы? Молодой специалист Нина Кашлева решила опровергнуть эту устоявшуюся аксиому. Именно потому, что в детстве всегда боялась ходить к зубному врачу, она решила доказать, что стоматология может быть безболезненной. А программа по обучению студентов за счет районного бюджета по приоритетным отраслям экономики Ленского района стала хорошим подспорьем для будущего врача. Обучаться от программы я начала в 2011 году. Потому что молодому специалисту, что в большом, что в маленьком городе, очень сложно устроиться без стажа работы, а эта программа позволяла стопроцентное трудоустройство, давала. Поэтому мы выбрали обучение от МАО «Ленский район» и я вернулась в город Ленск, где работаю. Педагоги и врачи – самые востребованные специалисты в Ленском районе.
А обучение в вузах нынче стоит недешево. И не каждому родителю финансово посильно обучать ребенка. В 2008 году, когда я закончила школу, учиться хотелось очень, а возможностей у моих родителей, к сожалению, на это не было. Поэтому мы подали заявку, тогда вот только появились эти целевые программы, мы подали заявку, и уже в конце, в августе, когда уже почти везде все приемные комиссии были закрыты, мне предложили мое обучение оплатить, Ленский район, чтобы я потом в дальнейшем на них какой-то период времени отработала. Анастасия Захария поехала в город Омск, где еще работали приемные комиссии, и выбрала режиссерское отделение. И вот уже 5 лет работает на благо развития культуры Ленского района. С тех пор программа претерпела некоторые изменения. Направления, которые теперь могут выбрать будущие абитуриенты, это здравоохранение, образование, культура и сельское хозяйство. За 3 года, период с 15 по 17 год, в муниципальное образование Ленский район вернулось 14 специалистов. И сейчас они работают в разных учреждениях муниципального образования Ленский район. Это врачи, это учителя, это воспитатели. Узкой направленности это логопеды, стоматологи, гинеколог, лор у нас вернулся. В этом году у нас принято решение обучить 15 фельдшеров. Получить высшее образование за счет бюджета районной администрации может выпускник, имеющий аттестат с общим баллом не ниже 4. Оплата за обучение должна составлять не выше 150 тысяч в год. Вуз можно выбрать в любом городе на территории Российской Федерации. На данный момент за счет районного бюджета обучаются 32 студента, 16 из них в сфере здравоохранения, 15 – образования, 1 – культуры. А это значит, что в скором времени штатное расписание приоритетных отраслей экономики Ленского района пополнят молодые специалисты. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Лучшего водителя «Алроса» определили в Айхале. Там завершился конкурс профмастерства, на котором побывала и наша коллега Оксана Мезенцева. В классе по охране труда Айхальского карьера «Юбилейный» сегодня работники и Удачного, Ленска и Мирного. Знания правил дорожного движения проверяют участники конкурса профессионального мастерства. 27 водителей, представители 13 подразделений «Алроса» и 2 дочерних предприятий прошли теоретический тест. Экзамен провели по программе 2017 года. Изменения в правилах дорожного движения, вступившие в силу в 2018 году, в программе отражены не были. Правила пользуемся каждый день, так что, сложно, конечно, мандраж бьет. В том году пробовал участвовать, теорию не сдал. В этом году вот 2-й раз участвую, получилось, доволен. 9 участников с теорией не справились. На первом этапе с конкурса выбыли водители управления капитального строительства Нюрбинского комбината и Алмаз-автоматики. Чуть позже уже 19 водителей проверили свои умения в фигурном вождении на грузовом автомобиле КАМАЗ. Полигон на промплощадке «Юбилейная» специально построили к конкурсу. На этом этапе были сделаны все фигуры, кроме «Змейка» и «Круг». Самым сложным для водителей оказалось упражнение «Колея». Был сбит не один кубик. Все сложно на трассе, но допускал, честно скажу, сразу ошибки, то есть были погрешности, действительно. Машина на этой технике ни разу не ездил, то есть для меня эта техника новая. Конкуренты все ездят сегодня аккуратно, что больше всего насторожило, потому что ошибок практически не делают, поэтому это больше подталкивает на волнение. Второй соревновательный день прошел на Айхальском автодроме. К фигурному вождению на легковом автомобиле были допущены 10 участников – водители Айхала, Удачного и Мирного. Самым сложным стало упражнение «Перекресток», заезд в бокс правой стороной автомобиля. Трасса была очень удобной для маневрирования, водители ездили внимательно, но с увеличенной скоростью. С традиционными фигурами эстакада, змейка, круг справились все. Маленький полигон, все расположено очень близко и компактно. Сложный вот крест. Патриот маленько неповоротливая машина, поэтому не всем удается с первого раза заезжать. Удалось, конечно, не все, что планировалось, соответственно, потому что эмоции, как говорится, захлестывают. Все равно в прошлом году, как говорится, занимал первое место. Это все накладывается, переживания. В этом году конкурсанты показали рекордное время при прохождении трассы выполнения теоретического задания. Лучшим водителем «Алроса» по итогам 2 соревновательных дней стал Михаил Матвеев, работник Айхальского комбината. Он и получил главный приз – 100 тысяч рублей. На втором месте коллега по цеху Олег Колодежный. Третье место у Владимира Ходунаева, водителя автобазы Удачнинского комбината. Победы не ожидал. Конкуренты были все достойные.
Сейчас эмоции переполняют, сильно волнуюсь. Особо благодарю организаторов за такие конкурсы. Конкурс среди водителей «Алроса» в Айхале стал 29-м конкурсом профмастерства, который профсоюз «Профалмаз» проводит совместно с Центром подготовки кадров. В 2018 году уже провели 5 конкурсов, состоятся еще 4. Лучших выберут по профессиям: сепараторщик, автослесарь, электромонтер и машинист горно-выемочной машины. Оксана Мезенцева, Денис Хазов, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». На водоканале в Якутске произошел выброс хлора. Существует угроза химического заражения территории станции ГРЭС. Такова легенда учений, которые проводят на территории предприятия. Тренировка проходит в рамках второго этапа всероссийских штабных учений по гражданской обороне. Чтобы обеспечить защиту персонала, проводят мероприятия по укрытию работников в убежище. Все эти действия контролирует МЧС России по Якутии. Руководство станции организует движение персонала к защитному сооружению. Правильность действия оценивают по времени прибытия к защитному сооружению и организации работы руководства по спасению граждан. Все нештатные формирования гражданской обороны отработали на отлично. Должностные обязанности знают. И хочется отметить подготовку защитного сооружения, что оно готово, имеются все запасы для людей, которые там будут укрываться. Будь в форме! Сборной Якутии по боксу вручили единую спортивную экипировку. До чемпионата России остается менее 2 недель. В этом году его примет Якутск. Республику на главном старте года представят 16 боксеров в весовых категориях с 49 до 91 килограмма, в том числе и главный фаворит первенства Василий Егоров. По результатам чемпионата будет сформирована национальная сборная России. Якутские боксеры предстанут перед другими командами в синей форме. Специально для этого события ее изготовила фирма «Танас». По традиции на ней изображены элементы с якутскими узорами и оберегами. Костяк команды определился. Вот сейчас те спортсмены, которые будут представлять нашу республику на чемпионате, они получили экипировку. Ну и я надеюсь, что успешно выступят на домашнем чемпионате. Все боксеры, которые будут участвовать, все знакомые. Таких новых нет. Те ребята, которые боксируют в взрослом ринге республики, а второй, третий год. У нас весовой, который 56 килограмм, был очень трудно. Вот есть 3 фаворита, которых мы водили на чемпионат Дальнего Востока, которые водили на призы по Пенчика Магадан и юность России, который прошел вот недавно город Терскол, Кабардино-Балкария. На этом выпуск новостей подошел к концу. Мы продолжим следить за развитием событий. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.